начнем урок с приветствия. Желаю успеха большого во всем и везде. Здравствуйте! Хорошо. Ребята, начнем урок с повторения пройденного. А какие слова мы с вами говорили на прошлом уроке? Междометие. Междометие это какие слова? Особые, правильно. Давайте вспомним правила. Что такое междометие? Кто ответит? Так, Нурбико, пожалуйста. Междометие – это часть речи, которая выражает и побуждает, возбуждает чувства и побуждения. Хорошо, отлично, молодец, садись. Так. На какие группы делится междометие? Абдулла, пожалуйста. Производные и непроизводные. Хорошо, садись, молодец. Как выделяется междометие на письме? Так, Нурбико, пожалуйста. И каким еще знаком? Восклицательным знаком, молодец, садись. А зачем нам нужно междометие, ребята? Так, Назерке, пожалуйста. Чтобы показать эмоции. Свои эмоции, чувства, да? Молодец. Так, ребята, давайте покажем наши эмоции мимикой. Ребята, тема урока Кир Булычев. 100 лет тому вперед. Сегодня мы с вами познакомимся с произведением Кира Булычева 100 лет тому вперед. Цель нашего урока, цель обучения — понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2-4 минут, определяя ключевые слова. Понимать основную информацию, определяя тему, цель или назначение текста. Излагать подробное содержание текста на основе прослушанного, прочитанного или аудиовизуального материала. Цели нашего урока. Ребята, вы сегодня узнаете о творчестве писателя Кира Булычева. Вы сможете понимать основную информацию, определять ключевые слова, тему текста, цель или назначение текста. Излагать подробное содержание текста на основе прочитанного материала. Творчество Кира Булычева. Кир Булычев – создатель популярных произведений в фантастическом жанре. Кир Булычев – выдуманный писательский псевдоним. Настоящее его имя – Игорь Всеволодович Мажинко. Родился он 18 октября 1934 года в городе Москва. В 1957 году он получил диплом Московского государственного университета иностранных языков и отправился работать переводчиком в Бирму. После он занялся изучением культуры стран Востока в Академии наук. Среди ученых он прославился трудами по истории Юго-Восточной Азии. Помимо научной работы он писал заметки и другие публикации для журналов «Вокруг света» и «Азия и Африка сегодня». Творения автора полюбились читателям. Самые популярные его произведения «Девочка с земли», «Чудеса гусляри», «Миллион приключений», «100 лет тому вперед» и другие. Сейчас, ребята, вы просмотрите буктрейлер Булычева «Гостья из будущего». В этой увлекательной книге, состоящей из 2 частей, гость из прошлого и 3. Итак, ребята, вы рассмотрели буктрейлер Булычева «100 лет тому вперед». Теперь, ребята, вы должны определить тему урока. Вам дополнительно даны ключевые слова. Давайте прочитаем. Машина времени, чудеса техники будущего, космодром. Итак, ребята, как вы думаете, о чем эта повесть? Так, Назерке, пожалуйста. Приключения мальчика. Он случайно попадет в будущее. Будущее. Как зовут этого мальчика? Кай. Коля, да? Хорошо, приключение мальчика Коли, который случайно оказывается в стране будущего. Итак, ребята, дальше вы разделитесь на 2 группы. Вам даны задания. Сначала вы должны прочитать текст. Первая группа читает первую часть повести, вторая группа читает 8 главу. Читаем. Приступаем к чтению. Так, ребята, прочитали текст? Да. Теперь второе задание. Вы должны ответить на тонкие и толстые
вопросы. Как каждым прочитанным текстом у вас есть вопросы. Вторая группа задаете первой группе вопросы. Первая группа задает вопросы второй группе. Молодцы, ребята. Теперь работаем дальше. Вы должны составить сюжетную линию к вашей прочитанной части. Так, группа, выполняем задание. Составляйте сюжетную линию. Так, сюда, девочки. Подходим. Работаем вместе. Так, хорошо. Пожалуйста, первая группа. Начинаем. С чего начинается ваша сюжетная линия? Что мальчик один дома, да? Да, начинаем. Выбрали иллюстрацию. Молодцы, так. Мальчик Коля бывает один дома. И ее соседи заболели. Забирает в больницу. Так, собираем больницу. Помогаем, ребята. Сосед отдал ключи квартиры, чтобы Отдать Его другу. Из Мурманска, хорошо. Дальше. Что делает мальчик дальше? Коля хотел заглянуть в квартиру. и он Чтобы взять оттуда что? Мерку. Чтобы директор Взять мерку от старины. строили модель Модели. Да, для кого? Для кого? для друга, Для своего друга, да. Дальше он видит что? дверь. открыть дверь. Дверь, так. Он в нее заходит. И он заходит и увидит стеклянные кабины. Так, молодцы. А эти стеклянные кабины, Диана, покажите, есть в иллюстрации? Так, молодцы, нашли, отлично. Так, покажите, где эти стеклянные кабины. На что она похожа? На что она похожа? Телефон. На телефонную будку, да? Так, он зашел в нее и что делает? Нажимает Закрывай свой пуст. Так, молодцы. и закрывает. И закрой глаза. Закрывает глаза, так. А когда открывает? Он Он оказывается в другом Помещение, да? Да. В другом помещении. Вот он открыл глаза, очутился в другом помещении. Дальше. Что это за помещение? Что это за помещение, ребята? Есть еще иллюстрации подходящие? Так, пожалуйста. Осторожно. Так. мальчик решил прогуляться. И что он видит? Вывеску, да? Видит вывеску, что на ней написано? Институт времени. Институт времени. А еще рядом калибр. календарь. Что написано в календаре? 11 апреля. Какой год? 2082 год. Так, хорошо, молодцы. И что? И увидит, Что он понял? что он попал в будущее. Так, хорошо, что он попал в будущее. Дальше? Что он делает дальше в будущем? Он гуляет по будущему, да? Так. Увидит Что он увидит? Разные что? разные Механизмы, хорошо. Какие именно механизмы? механизмы. Флипы, отлично. А еще? Столбики. С чем? Что за столбики? Столбики с мороженым. Хорошо, молодцы, отлично, ребята. Давайте посмотрим. Первый группы, садитесь. Вторая группа выходим. Так. У вас была восьмая глава, да? Так, с чего начинается ваша повесть? Продолжаем. Ну, с чего начинается ваша сюжетная линия? Так, вот Коля оказался в будущем, да? Сказать, первая группа сказала, да? Он оказался в будущем, потом он решает там прогуляться, да, ребята? Так, что он видит там, когда гуляет по будущему? Так, ну-ка где? Где? Возьмите. Подберите. Он там видит разные чудо техники, так. Это были флипы, столбики, так, рассказываем. Он подошел дальше. К столбикам, которые дают которые дают Нет, он сначала подошел куда? стоянку. Он пошел к стоянке, так. А на стоянке была
какие это столбики? Разных цветов, отлично. Дальше. На белом было написано мороженое. Мгм. Коля решил подойти к белому, нажать на кнопку мороженое. Получил он его? И Да. А какое мороженое? шоколадное. Шоколадное, да. А еще кроме мороженого, там какие были столбики? Желтый. Желтый. Что это? Лимонад. Лимонад, хорошо. Так, съел он мороженое. Так, дальше. Дальше рассказываем, ребята. И Так, он съел мороженое, потом, может, лимонад выпил? Так, потом потом он куда пошел обратно? стоянка. К стоянке, так, побираем. Побираем, активнее. Так, хорошо, живее, ребята. Так, он решил прогуляться, наелся мороженого, да? Так, сколько он мороженого съел? А? 3. Он съел целых 3 мороженых. Дальше он отправляется к стоянке, решил погулять. И Он хотел что сделать? Что это? Клипы, которые напомню на пузырь. напоминают пузырь, прозрачный пузырь, да? Хорошо. Перед тем, как путешествовать, Отправился в путешествие. я хотел съесть 4-е мороженое, но Кабинка отказал. Кабинка Почему сказала, она отказала? что это плохо может сказаться на его и на здоровье. Отлично, молодец. Дальше. И он куда идет? Обратно и направляется на Как пузырь. стоянку, да? На стоянку к пузырю. Так, и что он делает? Вот что он делает? Дальше продолжаем. Так, Он нажимает на кнопку. Что было написано на кнопке, знаете? Нет, была улица и Да. место. Так, на кнопках были указаны улица, место, а на одной из них было написано Космодром 1. Так, дальше он нажимает Космодром 1. и И чуть-чуть поднимался вверх. он полетел, Оценил. поднялся высоко над землей. Отлично. Ребята, поживее, поактивнее. Хорошо, молодцы. Давайте похлопаем. Молодцы, правильное задание, прошу. Так, ребята, молодцы, хорошо поработали над текстом. Мы узнали о мальчике Коле, который отправился в будущее, да? Что с ним дальше произошло, мы узнали из вашей сюжетной линии. Отлично справились с заданием. Теперь, ребята, оцените себя. Так, кто хочет оценить себя? Назерке, пожалуйста. На понимание содержания текста. Встань, пожалуйста. Так. Определяй ключевые слова. Определил ключевые слова в начале урока? Да, молодец. 1 балл. Дальше. Определяй тему урока по ключевым словам. Тему урока определила? Да. 2 балла, молодец. Отвечает на вопросы по содержанию текста. Отвечала на вопросы? Да. 3 балла. И плюс всего 5. Дальше. Демонстрирует знание текста на основе прослушанного, прочитанного. Создает сюжетную линию. Помогала? Составляла? Да. 2 балла еще плюс 7 баллов. Соблюдает логическую цепочку. Соблюдали логическую цепочку? Хорошо. 1 балл. Использует ключевые слова и словосочетания. Использовала при пересказе? Да. Активничала? Да, хорошо. Пересказывает текст. Участвовала в пересказывании текста? Помогала? Хорошо. Минус 1 балл и всего 9 баллов. Отлично, молодец, садись. Так, кто еще хочет оценить себя? Так, ребята, смотрим на шкалу оценивания. Оцениваем себя. Сколько баллов заработали за работу с текстом? Так, посмотри, пожалуйста. Оцени себя. Ключевые слова определил? В начале урока, да, молодец. Так, тему урока определил по ключевым словам в начале урока? Да. Нет, почему? Ты же определил. Так, 1 балл. На вопрос отвечал по содержанию текста? Да. 5 баллов. Сюжетную линию создавал? Да. Да, молодец. 7 баллов. Логическую цепочку соблюдал? Да, молодец. Ключевые слова и словосочетания использовал? Да. Представление сюжетной линии. Дальше. Пересказывал текст? Отлично, молодец. Ты заработал целых 10 баллов. Давайте посмотрим. Самый активный ученик на сегодняшний урок.
работа в парах. Сейчас я вам раздам тесты. Будете работать в парах. Быстренько. Так, быстренько. Отвечаем правильные варианты ответов. У вас по 6 вопросов. Быстренько ответьте правильные варианты ответов. Закончили работу? Да, хорошо. Теперь проверяем себя. Если у вас вариант ответа сходится с верным ответом, ставите плюс. Если не сходится, ставите минус. Все, проверили себя. Да. Теперь подсчитываем правильные ответы. Если сколько ошибок у вас? Если у вас одна ошибка, да, ваш уровень выше среднего. Если у вас 2 ошибки, ваш уровень средний. Если у вас 3-4 ошибки, ваш уровень ниже среднего. И если у вас 5-6 ошибок, у вас уровень получается низкий. Так, первая пара, сколько у вас правильный вариант ответа? Выше среднего. Выше среднего. Одна ошибка, да? Хорошо, молодцы. Давайте попробуем. Так, Ивана, пожалуйста, сколько у тебя? Выше среднего. Выше среднего, молодец. Ивана, так. Следующая пара. Сколько у вас правильный вариант ответа? Высокий. Сколько ошибок у вас? 0. Молодцы, отлично. Высокий уровень. Так, и последняя пара, девочки. Выше среднего. Выше среднего. Хорошо, молодцы. Никто до низкого не опустился. Это говорит о том, что вы поняли содержание текста, да? Хорошо, молодцы, ребята. Домашнее задание. Пересказ первой части 8 главы повести «Гости из будущего». Рефлексия. Так, кто продолжит предложение? Так, Азбек, пожалуйста. Я познакомился с Колей. С Колей, так. Было непросто. Что тебе было непросто? Составлять сюжетные линии, пересказывать? Что тебе было непросто? Какое задание? Пересказ. Пересказ. Для тебя было непросто пересказывать, да? Хорошо. Следующее У предложение. меня получилось задание. Работа в паре, да? Отвечать, выбирать правильный вариант ответа, да? Отвечать на вопросы, да? Хотелось бы Мгм. Что тебе хотелось бы узнать? Продолжение? Узнать продолжение что с повести, да? Так, что случится дальше с мальчиком Колей, так? И что тебе запомнилось? о путешествии мальчика. Путешествие мальчика. Хорошо, отлично, садись. Ну, ребята, до свидания. Урок окончен.